Это интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит» и я ее ведущий Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас играют учительница математической школы города Грозный Нурседа Исаева и методист Эмила Эдаева. Нурседа, расскажите про конкурс, в котором вы выиграли. Что он из себя представлял, представляет? Да, я участвовала в конкурсе. Это конкурс, Северокавказский конкурс мастера интерактивных педагогических технологий. Проходил он в городе Пятигорск 31 марта по 2 апреля. И конкурс сам был... Там, в общем, участвовали педагоги из разных регионов. Это и Ингушетия, и Ингушетия, Дагестан. Долго я думаю. 7 регионов из да, СФО. Кабардино-Балкария, да, Ставропольский край, в общем. И, в общем, у нас было 7 педагогов, и каждый должен был представить, либо провести какое-то интерактивное занятие, либо же показать мастер-класс какой-то технологией, методикой. Вот, да. И у меня тоже мастер-класс, у меня был такой мастер-класс занятия. Я рассказывала про матрицы-анализаторы, изучение английского языка. Вот, заняла 1 место. Вообще, дальше федеральный уровень будет какой-то или на этом заканчивается, на таком окружном уровне этот конкурс? Конкурс сам достаточно молодой, уже с 2018 года он как начался, поэтому пока только вот именно в Северокавказском округе проходит. Эмила, Нурседа сейчас сказала про 2018 год. Как известно, ты принимала участие в этом конкурсе также, да? Да. Расскажите про это. Какой у вас был проект? Это был первый год моей работы. Меня позвали туда представить свой урок. Заняла 3 место, хотя подготовка была очень быстрая. Я показывала, кажется, урок проектирования, он им понравился. Там главное оценивали то, как мы показываем именно интерактив. То есть не то, как вы ведете лекции, как вы знаете тему урока, а именно как вы взаимодействуете с людьми, с аудиторией. И это оценили хорошо. И университет также в этом году получилось. Да. Хотелось бы вообще задать вопрос про то, какую вообще, скажем так, школу или центр образовательный лучше всех в Чеченской Республике. Но это будет реклама, поэтому я упущу этот момент. Математическая школа. Лучше, да? Да. Вы, наверное, еще лучше преподаватель. Да. Вот, хотите учить английский, приходите в математическую школу. И тут на экране ваш номер. Да. И если вы готовы, мы перейдем к игре. У вас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальные 2 для вас. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Выбирай первую ты. Так, первое это право на ошибку. Право на ошибку и... Да, вторую я выберу. Вопрос тебе последний раз задаю. У нас есть друзья, чтобы звонить, которые знают? Есть, но мы не будем им звонить даже. А кто это? Ну, в смысле? Есть у нас, почему нет? Ну, кто знает историю, Чечню? Ну, я подумала, может, нет, ладно. Иса Мусаевич? Да, вот ему Есть его можем номер? позвонить. Нет. Вот именно. Значит, Раисе Мадиевне. да, кстати, ей Абелита можно. Узумова. Все, есть у нас. Звонок другу у нас будет 2 подсказка. Звонок другу. Так, подожди-ка, может тогда поменять на 50 на 50? Так, Оставь. ладно. Нормально. Вы выбираете звонок другу и право на ошибку. Звонок коллеги мы бы уточнили. Хорошо. И первый наш вопрос звучит так. Какая мечеть в Чеченской Республике в стиле хай-тек? Мечеть «Гордость мусульман» имени посланника Творца, мечеть «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой, мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Хаджи Кадырова, мечеть имени шейха Дини Арсанова. Мечеть «Сердце Чечни» находится в центре города, и, по-моему, это не хай-тек. Да. Аймани Кадыров, по-моему, находится в Аргун или Гудермес? Аргун. Аргун. Так, подожди, нет, в Гудермесе. Ой, какой ужас. Вроде бы в Гудермесе же находится. Ну, это такая мечеть, которая такая цветочки, и вот в розовом цвете. Да-да-да. в разных цветах. Отвечай. Ты отвечай первая. Мечеть «Сердце матери» имени Аймани Кадыровой.
Который в Гудамесе? Или в Аргуне. Да, в Аргуне. А, в Аргуне же? Ну все, ты согласна? Да, Ска- выбираем. Хорошо. Ответ принят. В качестве основы архитектуры мечети сердца Чечни использована голубая мечеть в Стамбуле. Стиль у нее османский. А вот у мечети сердца матери имени Аймани Кадыровой уже стиль хай-тек. Абсолютно верный ответ. Это первая мечеть на территории России, выполненная в ультрасовременном виде. Наш второй вопрос. Куда или где раньше вешали оружие? Над постелью у хозяина, в гостиной, у входа в дом, рядом с папахой? Ну, над постелью хозяина вряд ли. Почему нет, чтобы проснуться и сразу В бой. охранять? А, хотя, может. Точно не в гостиной, мне кажется, потому что вряд ли куда заходят гости. О, боже, это что, правильный ответ? Так. Ну, я вообще подумала, может, у входа в дом, но сейчас, думаю, вряд ли. У Как бы входа в заходя, дом, да, ты да, встречаешь гостей, как бы нет. там вряд ли, ну смотри, если на тебя нападают, они входят в дом и сразу хватают, Да. и нелогично было бы. Рядом с папахой. Папаха это... Это символ чести и достоинства для чеченца. Ну, логично вообще в комнате, да, в своей, как бы, чтобы рядом над постелью Но хозяина. он там спит. Рядом с папахой или над постелью хозяина, где-то там. Но мы ответ не знаем. Но подсказкой воспользуйтесь. Вообще, может, над постелью хозяина реально, потому что, если что, Попытка взять. номер 2. Да, ответ А. Над постелью Опять хозяина. скажешь, надо подумать, жизнь иррациональна. Да. В этом вопросе очень рационально, кстати. Рациональный ответ есть. Мы выбираем ответ А. Над постелью хозяина. Ответ принят. Обычно над постелью хозяина висело оружие. Абсолютно верный ответ. То есть в военные времена это объяснялось необходимостью, затем уже стало традицией. И логично, логично, что оружие висело там, где оперативно можно было бы его взять и использовать в случае нападения. Ведь. Третий вопрос наш. Окей. Как называется крепость, в которой умер шейх Мансур? Шлиссельбургская, Соловецкая, Петропавловская, Брестская. Сейчас. Шлиссельбургская или Петропавловская крепость? Петропавловская крепость. Ну, что-то знакомое. Вот это Си, Петропавловская. Ну, Из населенных пунктов нашей республики. да, Поэтому знакома. да. Так, Петропавловская находится в Петербурге. В то время в Петербурге их собирали, и правители жили в Петербурге, да? В то время, когда его забрали. Возможно, Петропавловск, возможно, Шлиссельбург. Шлиссельбург. Брестская. Нет, это не то. Если не ошибаюсь, это не то. Брестская вообще это не та крепость. Только не говори, что я отвечаю на этот запрос. Да, Вариант А. Шлиссельбург. Да? Да. Ответ принят. Петропавловск. Ответ Шлиссельбургская – это верный ответ. Страшные тюремные условия, тоска по воле сделали свое дело. Шейх Мансур заболел быстротекущей чахоткой и скоропостижно скончался в Шлиссельбургской крепости 13 апреля 1794 года. Есть и другая версия, что его убили. Тело его было ночью погребено на Преображенской горе. Это военно-политический, религиозный деятель, исламский проповедник, военачальник, первый имам Северного Кавказа и предводитель народно-освободительного движения горцев. И некоторые его называют даже первым кавказским революционером. И четвертый вопрос. Какую роль на чеченских башнях играли машикули? Военную, эстетическую, инженерную, хозяйственную.
А что это такое? Машикули, да. Что это? Что это, Давай да? подумаем. Ченских башня. Эстетика. Нужна ли была им эстетика инженерная? Инженерная, боже мой, я не знаю. Возможно, военная. Знать бы, вот. что это. Да, надо сперва, наверное, выяснить, что это вообще такое. Да, вы же скажете. Давайте я объясню, Да, что это такое. Это ага, такие, знаете, спасибо. балкончики на башнях. То есть это на самом деле не совсем-то и балкончики, поскольку у них нет вот этого дна. Видели вот какие-то на самом верху такие, как хозяйственные, окошко, что ли? вот все Да, такое. да, вот тут окошко. Да, ага. это можно подумать, что это на самом деле, на первый взгляд, что это балкончики, но на самом деле у них нет дна. Вот для чего, почему у них нет этого дна? Да, эстетическую. Нет, это Для точно не красоты. эстетика. Зачем-то не было дна же, значит, это почему-то применяется. Инженерные, может быть, там поднимали воду с помощью веревки, Да, чего-то, кстати. вот так кто-то поднимали. Может быть такое. Может Либо быть, как же им хозяйственно. нужно было Смотри, что-то инженерно-хозяйственно очень рядом. Для меня это одно и то же. Типа там поднимать воду, это и инженерно, и хозяйственно. Может, я в чем-то не разбираюсь. А может быть и военную, чтобы там спускаться, убегать или нападать на кого-то, Прятаться. зачем-то быстро прятаться. Так, может тогда инженерную выберем, раз все-таки для чего-то и А может быть, то, дна что они не было. инженерно этим делали, это было для хозяйства? А может вообще право на ошибку? Так, Может, вообще у тебя странные подсказки? право на ошибку жалко на 4-м вопросе. А не жалко будет проиграть на 4-м? Да. Так. Берем тогда право на ошибку. Давай. Право на Давайте. ошибку. И какой Да. у вас ответ? Возьмем тогда хозяйственную. Хозяйственно. Да. Ответ Д. Ди. Ответ принят. Обычно на последнем этаже делались машикули. Из стены уступает боевой балкончик. Машикуль. Ответ неверный. Его роль была военная. У башен пирамидальным венчанием машикули, представляя собой балкончики без дна, крепившие на двух или более консолях, и защитники башни могли вести стрельбу по осаждающим через большие стрельчатые проемы, находившиеся в стенах башни со стороны машикулей. Все, будем Все-таки знать. была военная. Да, наши кули. Следующий, 5-й вопрос. В каком веке состоялось первое чеченское посольство в Москву? В 15-м, 16-м, 17-м, 18-м. 18-й, ну, Российская империя тогда строилась, налаживала взаимодействие, стала международной державой. Скорее всего, это должен быть 18 век. Вряд ли в 16 веке тоже. Я думаю, что 18 век, я точно не знаю. Мне кажется, что 18-й. Выбираем тогда 18-й. А как же по поводу позвонить? Ты уверен? Да. Да. Что раньше состоялось? Зачем им ехать в Москву в то время? А, подожди, в Москву. Тогда же, сейчас тебе скажу, столица была в Питере. Значит, это время еще до 18 века, потому что Москва была 17, 16, 15 в то время. В 15-м, в общем, не 18 возможно, из-за того, что тогда Петербург был столицей в основном. Так, единственное, можем позвонить. Кому? Тому, кто быстро глянет в интернете? Да. Более молодому. Мобильному, да? Окей. Ну, 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 смотри, в 17 веке. Ну, в принципе, Романовы тогда правили еще до Петра Первого. Алексей Михайлович, Я вас Михаил понимаю, Федорович, чеченское они посольство. более Романовы. И после смутное время могли налаживать отношения. Просто 16-15 век, я не представляю, что было в Чечне. И могли быть там визиты, посольства в Москву прямо.
Нет, я это вообще не знаю. Так, ну можем позвонить. Дело в том, что нам по этому просто некому звонить. Если бы это что-то это более историческое, Да. у нас нет номера телефона человека, которому можем позвонить. Так. Ну ты думаешь 18-м или 17-м? 18 уже не думаю, потому что я вспомнила, что тогда столица в основном находилась в Петербурге. Она и менялась в какой-то период, вроде бы какой-то правитель переезжал. Но в основном это был Петербург. Раиса Мадиевна, Да, можно ты позвонить? позвони. О, Господи. Раиса Мадиевна, значит, здесь ваши коллеги играют в игру, интеллектуально-познавательная игра «Эрудит». Они, вот, у них есть такая подсказка, звонок другу. Значит, на вопросы они не совсем знают ответ, и вот надеются, что вы сможете помочь им. Вот, вы готовы? Все, я тогда передам Посмотрим. телефон Готовы ли. уже. Да. Пожалуйста. Дядя Коля, Раиса Мадиевна. Дереса. Мы вам позвонили, потому что мы не знаем ответ на один вопрос. В каком веке состоялось первое чеченское посольство в Москву? Тут есть 4 варианта ответа. 15, 16, 17 и 18 век. Скорее всего, в 16 веке. Почему вы так думаете? Ну, потому что первый интерес на Северном Кавказе был как раз вот в 15-16 веках. И отсюда, наверное, налаживали отношения с Россией как раз в это время. Там угроза с Турцией могла быть и так далее. Как обычно, турецкие войны. Да. И при Иване Грозном, потом вот дальше, там Петр Первый и так далее, но туда вряд ли это уже идет, скорее всего, в 16 веке. Ага, все. Спасибо. Спасибо. Масар нахал, да, Эртубой. Так, и какой ваш ответ? Наш ответ B в 16 веке. Ответ принят. Ко второй половине XVI века относятся первые письменные свидетельства русских властей о контактах с чеченцами. В 1570-е годы шейх Мурза Аккодский установил связи с Москвой. В Москву прибыло первое чеченское посольство. Абсолютно верный ответ. Да, мы не сомневались, наши коллеги. Да. И наш шестой вопрос. Кто является автором романа «Мюрид революции»? Магомед Мамакаев, Халид Ашаев, Абузар Айдамиров, Саид Бадуев. Напоминаю, что у вас уже нет подсказок. Так. Из них самый незнакомый для меня Да, это Халид Ашаев. Для меня тоже. Это я думаю, может, его Может, и это выберем. правильный ответ, что ли? Да. А вообще слышал про роман «Мюрид революции»? Никогда не слышала. А так как я про остальных писателей слышала, а про Халида Ашаева, к сожалению, нет. Такое чувство было, может быть, это он, но я не знаю. Выбираем Давай. B. Да, мы выбираем ответ B. Это Халид Ашаев. Просто потому что Да. знакомый, да? Нет, Нет, незнакомый. не знакомы. Да. Можно сказать, Это был единственный незнакомый автор. да. Видимо, нам остальные тоже незнакомы, раз мы не знаем, что это их произведение. Ответ принят. Мне будет Халид позорно, если Ашаев. надеюсь, что не Магомед Мамакаев, потому что я из того села. О, Господи. Ответ неверный. Автор этой книги Магомед Мамакаев, известный чеченский поэт и Очень писатель. Сын крестьянина Горца, он рано лишился отца, и ему довелось перенести все тяготы, связанные с гражданской войной и разрухой. Октябрьская революция, открывшая всем ранее угнетенным народам путь к просвещению и науке, дала возможность и Магомету Мамакаеву учиться в школе, а потом и окончить университет. А что касается книги «Мюрид революции», она посвящена жизни и подвигу известного чеченского революционера Асланбека Шарипова, отдавшего жизнь за народное счастье. Жаль. Да. Я бы не сказал, что вы проиграли, потому что прийти на игру и ответить на... дойти до шестого вопроса – это тоже своего рода успех. Спасибо. Магомед В Мамакаев части вообще
сферы вопросов, которые не являются вообще вашей профессиональной компетенцией, да? Да. Главное, что вы по своей специальности, английский язык, выиграли конкурс Методист еще. среди учителей, педагогов в СКФО. Вывод такой, что, оказывается, по Чечне мы ничего не знаем. Мне так кажется, не знаю, как у тебя. Да. Магомеда Мамагаева я удивилась, что я не знаю, учитывая, он же с Ачхой-Мартана или с... как-то так. Я Мартандир, Халах Мартандир, Тигар Вуз. Я оттуда. И мне стыдно, что я не знаю этот ответ. Надеюсь, мои учителя из моей школы, из села не будут это смотреть, как я не знаю этот ответ. Настя, что ты скажешь? Ну, было интересно, на самом деле, да, и я тоже поняла, да, и я понимала, что мало знала про Чеченскую республику, но никогда не поздно учиться, поэтому, да, будем учиться, узнавать, по крайней мере, сейчас какая-то новая информация тоже была лично для меня, поэтому, да, мне понравилось. Я хочу заметить, что на самом деле эта игра не несет никакой цели экзаменировать, что ли, вас, наших игроков. Это просто просвещение, популяризация наших обычаев, традиций, истории, литературы. Я бы сказал, что это очень хороший результат. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите по номеру, который вы сейчас видите на своих экранах. Адикейл Маршайл.